В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. А мы продолжаем наш эфир, и это ток-шоу на радио Крым Реалии. У микрофона Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. И сейчас нас ожидает сказочная тема. Мы будем говорить о новом крымско-татарском фильме-сказке «Хыдыр-дыды». Как встретили в Крыму и на материковой Украине эту киноленту, как ее создавали и о чем она рассказывает, мы и постараемся рассказать вам в течение ближайших 25 минут. Крым в центре внимания. Буквально пару дней назад в Киеве прошла премьера этого фильма, и сайт Crimean Tatars расспросил киевских зрителей об их впечатлениях от фильма. Я предлагаю послушать их отзывы. Очень понравилась сказка. Во-первых, это и природа Крыма показана была очень красиво, так как скучаем по Крыму, часто не получается ездить. И на самом деле очень такая философская сказка. Я считаю, что работа очень большая проделана, и она была успешной. Нам нужны такие фильмы. У нас должен быть наш герой. Образ Хыдыр-дыды доказывает нам это. Хорошо, что у нас есть свои герои. Я уверен, фильм будет интересен не только детям, но и взрослым. Мне понравился фильм, что там Крым. Я очень скучаю за Крымом. Я возле глаз представляла Крым, Бахчисарай, и хочу туда вернуться. Хочется, чтобы в Крыму было как в сказке. Итак, я напоминаю, что мы на радио Крым Реалии, в эфире с вами Александр Голубов, и мы обсуждаем новый крымско-татарский фильм-сказку «Хыдыр-дыды». Речь идет о премьере этой киноленты как в Крыму, так и в Киеве. И ее презентовали не только в Киеве, как мы услышали зрители только что, но также наш слушатель Алим из Симферополя был на показе фильма со своими детьми и поделился своими впечатлениями с нашим радио. Давайте послушаем мнение Симферополя. Крымчане говорят. Мы с детьми получили колоссальное удовольствие от просмотра этого фильма, впечатлений море, эмоций море. Режиссерам, постановщикам удалось передать именно тот дух, ту атмосферу настоящего крымско-татарского Крыма, который мы, к сожалению, потеряли, но я очень надеюсь, что мы его как можно скорее обретем. Переплелись сказки, легенды, рассказы наших бабушек. Все это вперемешку с прекрасными крымскими пейзажами, с историей про влюбленную пару и, естественно, которая не обошлась без чуда. Эмоции зашкаливают. Действительно, это первая крымско-татарская сказка, экранизированная в таком масштабе, да, полноценном фильме. Глядя в глаза детей, которые находились в тот момент в зале, глядя эмоции взрослых, потому что многие плакали, потому что действительно очень, очень попало в сердце и сама атмосфера, и сам фильм, и просто только от мысли, что это крымско-татарский фильм, и авторам удалось передать, что это Крым тот, который должен быть на самом деле. Если говорить о том, каким был зал, то, насколько я знаю, мне ходят очень много моих знакомых, родственников. Каждый раз, каждый сеанс – это аншлаг. В Симферополе показывают в одном единственном кинотеатре эту сказку. И буквально еще сегодня и завтра последние сеансы, и на этом все. Поэтому, я думаю, именно с этим связано, что единственный кинотеатр Симферополь, который взялся показывать эту сказку, и поэтому аншлаги. Ну вот зал даже в 11 часов дня, когда мы ходили, зал был полный. Будний день, 11 часов дня, но зал полон. Крымчане говорят.
Итак, это был наш слушатель Алим из Симферополя. Он рассказал о своих впечатлениях о просмотре фильма «Сказки Хыдыр Дыдэ». А на связи с нами Эльзара Ислямова, генеральный директор студии «Кара Денис Продакшн». Эльзара, приветствую вас. Здравствуйте. Благодарю, что связались с нами. И вот вы только что послушали впечатления киевских и крымских зрителей. Ваши ощущения от начала проката, насколько оправдались ожидания? То есть есть ли интерес к вашему продукту, к этой сказке? Угу. Ну, спасибо всем нашим зрителям за теплые отзывы. Действительно, это вызывает у большинства людей восторг, смешанные чувства и там радости, и какой-то, может быть, немножко, ну, вот такие слезы вызывают от того, что многие люди, допустим, в том же Киеве, но как-то увидели Крым таким, которого они уже давно не видели. А еще тот Крым, который остался в XVIII веке, и практически в Крыму такого Крыма сейчас уже нет. Это Крым такой крымско-татарский. Но мы, конечно, ожидали такие эмоции, потому что пока сами снимали, мы жили этой прекрасной эпохой. И любой такой продукт культурный, культурологический, да, именно крымско-татарский, всегда нашими зрителями воспринимается всегда очень тепло, потому что, все давно-давно изголодались. Очень редко, когда мы, особенно в нынешнее время, крымские татары вообще могут себе позволить снимать такие проекты. Поэтому люди всегда у нас очень благодарны. И все, что касается крымско-татарской культуры, традиций и языка, а фильм на крымско-татарском языке, то есть это всегда очень, очень тепло принимается нашими соотечественниками. Мы на это, честно говоря, рассчитывали. Эльзара, скажите, а выбор XVIII века как фона для событий, которые происходят в сказке, я так понимаю, не случайен. Почему именно XVIII век? Как я уже отметила, что Крым в это время, это еще было ханское время, до 1783 года, и поэтому Крым был тогда другим. Крым был крымско-татарским, существовало, люди там имели немножко другие взаимоотношения, другие цели, другая, может быть, другие, понимаете, оттенки всего, настроение было другое у людей. Это тоже логично. Потом эта эпоха, она, практически мало кем отражена. В основном все ссылаются на эпохи 20-19 века, а такую раннюю эпоху брать было сложно, потому что нет несоответствующих локаций, одежда тоже до конца была не изучена, инвентарь, реквизит, все. То есть это всегда какая-то такая сложность, до которой еще, даже те, кто занимается такими проектами, они пока еще до этого не дошли. То есть мы решили взять уже диапазон более такого тот дальний 18 века и показать, как максимально приблизить к реальным таким историческим фактам. Поэтому мы очень много работали с людьми, которые были специалисты по этой сфере, допустим, те же искусствоведы, которые могли сказать, как люди жили, какие у них были дома, как они одевались, с чего они ели, что ели, допустим, также какие даже взаимоотношения у них были. Поэтому, мне кажется, людям это было интересно. Эта эпоха, которую еще пока в кинематографии, пока ее точно никто не отражал. Это, кстати, большая проблема, что, в принципе, крымско-татарская культура очень мало отражена и в украинской, и в российской культуре. Очень мало знают и украинцы, и россияне о тех людях, с которыми они живут фактически на территории Крыма. И возникает вопрос, насколько велик, по вашему мнению, интерес не только у крымских татар, но и у других этносов к этому фильму? Вы видели украинских зрителей, российских зрителей на премьере и на показах в Крыму? Вы знаете, именно в Крыму у нас в основном, конечно, были зрители крымско-татарские. Это такой более узкий такой наш национальный сегмент. А в Киеве, я думаю, что 50% зрителей это были совершенно других национальностей люди, которые представляют разные сферы, образовательные, историки. Это могли быть просто люди, которые могут заниматься также и политическими сферами, какими угодно, да. Им было очень,
несмотря на то, что даже и фильм был оригинальный на крымско-татарском языке, всего лишь с субтитрами, но им было очень интересно. Этот интерес есть, потому что, за последнее время, слава богу, открывается история нашего народа, и она была достаточно такой великой и мощной. Вот. То, что по определенным причинам там с 20 века, даже с 19 века, эта история постоянно каким-то образом передиралась, умалчивалась, запрещалась и так далее. А эпоха красивая, интересная, вот она была, никуда ее не выкинешь. Вот, поэтому я думаю, что если любому человеку, который хочет что-то в жизни узнать, ему интересно всегда все. Тем более о тех людях, с которыми они рядом живут, с которыми они там работают, я не знаю, там дружат и так далее. Вот. Тем более, что у крымских татар сейчас есть определенные проблемы. Я думаю, что если хотят помочь решить наши проблемы в различных сферах, то лучше об этом народе узнать как можно лучше. То есть можно очень осторожно, но тем не менее говорить, что в Украине интерес к крымско-татарской культуре есть, и люди интересуются и ходят, и изучают культуру крымских татар. В общем-то, да, за последние годы очень активизировалось. Вследствие определенных событий, конечно, тоже повлияли, что это, кто это, они такие. Да, конечно, это очевидно. Скажите, пожалуйста, а вот снимать такой фильм, пускай он даже достаточно аполитичный, это все-таки сказка, которая перенесена в прошлое, тем не менее, многие сцены приходилось снимать в Крыму, и насколько легко это делать, насколько просто снимать крымско-татарскую сказку вот в нынешних условиях аннексии полуострова? Все сцены были, во-первых, сняты в Крыму. Вот. Таких у нас каких-то сложностей, там, каких-то административных, с тем, что там что-то запрещали делать, такого точно не было. Вот не было. А что касается у нас сложностей, возникали с тем, чтобы воссоздать эту эпоху. Но на этот счет, я уже говорила не раз, что отозвались люди, которые, те же там, я не знаю, коллекционеры, там, владельцы частных музеев, этнокомплексов, там, мастера народно-прикладного искусства, просто меценаты, просто бизнесмены, люди, которые просто приносили это все, давали возможность это снять. Поэтому сложностей у нас никаких не было. Даже мы так немножко, такой сделали такой марш-бросок, а можно ли снять в Ханском дворце? Сейчас же это вообще такая территория, где там мышки проскочат, тем более еще съемки в Ханском дворце. Мы просто подали письмо в Министерство культуры, и нам не отказали в этом. Сказали, хорошо, снимайте. Сколько там дали 4 часа времени для съемок, мы очень хорошо подготовились, поэтому это тоже мы сделали. Вот, поэтому, мы сняли. В принципе, мы ни с кем не соприкасались практически, кроме как своих соотечественников, которые нам помогали. Потому что съемки были в таких этнокомплексах, в этноресторанах проходили, на природе. Там никаких разрешительных документов нам не требовалось. То есть фактически сейчас найти, скажем так, натуру для съемки крымско-татарских сцен, сцены из крымско-татарской культуры несложно в Крыму, несмотря на многие проблемы с памятниками культуры и архитектуры, которые сейчас проходят. Пока нет. И мы же зарегистрировали предприятие все-таки в Крыму, и мы абсолютно в законных условиях здесь существуем, работаем. Поэтому, я думаю, что у них никаких законных оснований для того, чтобы там нам что-то противодействовать, ни у кого не было. Но это даже не вопрос законности, а именно сохранности того культурного фонда. Много ли осталось зданий, на фоне которых было бы легко снимать сцены XVIII века, времен Крымского ханства? С ними сложности. Мы сами не раз делали комплекс, целый цикл передач, которые, конечно, освещали эти события реставрации, такой ужасной реставрации в Ханском дворце. И такие же проблемы есть с другими историческими памятниками. Эти проблемы есть, естественно. Что ж, представляю себе, насколько тяжело было, тем не менее, воссоздать эту атмосферу. Благодарю Эльзару Ислямову, генерального директора студии Кара Денис Продакшн, за свой рассказ о съемках фильма «Сказки Хыдыр-Дыдэ». А с нами на связи сейчас Анна Морозова, украинский режиссер. Она видела этот фильм и сейчас попытается рассказать о своих впечатлениях, скажем так, со стороны об этой картине. Анна, здравствуйте. Да, привет. Благодарю, что связались с нами. И как вам
понравилась эта сказка Хыдыр-Дыдэ. Удалось, по вашему мнению, перенести зрителя в атмосферу Крымского ханства XVIII века? Ну, мне картина очень понравилась по многим факторам. Конечно же, пейзажи Крыма просто брали за душу. Это отличный был ход. Нас абсолютно сразу же погружало в атмосферу Крыма. И сразу же скучали за Крымом, вспоминали. В общем, как бы сейчас нет возможности туда так спокойно ездить. Мне как не крымчанки, да, как просто украинки, немножко не хватило этники какой-то, не знаю, больше какой-то самобытности. Я понимаю, что это сказка, и там очень много условностей, но мне бы вот хотелось еще больше какой-то этники, культуры. Очень было классно слушать песни, смотреть, как люди танцевали. Вот, и хотелось еще чего-то, может, не знаю, там, еще мелочей каких-то вот хотелось, вот так вот. Ну, я правильно вас понимаю, что фактически, я думаю, что это у многих, на самом деле, украинцев, которые пришли на этот фильм, было желание именно познакомиться с крымско-татарской культурой, с которой украинцы, несмотря на там, долгие годы независимости и совместной жизни в Крыму, ну вот фактически не знакомы. Но вот по вашему мнению, стоило бы этот фильм, например, перевести на украинский язык и показывать его в более широком прокате в украинских кинотеатрах? Абсолютно, да, что пришли люди именно знакомиться с культурой крымских татар. Я как раз сейчас закончила и книжку читать «Сказки и легенды татар Крыма». Это удивительно, у вас как бы наследие, такое культура, которая, в принципе, мы вроде соседи не украинцы, да, и очень мало об этом всем, несмотря на все, знаем. И по поводу переводить, не знаю, мне было комфортно читать субтитры, и даже интересно было слушать язык, на котором сама сказка сделана. По поводу, не знаю, мне кажется, что пусть люди привыкают слушать крымско-татарский язык и читают субтитры, это такая, как магия, не знаю, языковая происходит. Угу. Что ж, Анна, благодарю вас за комментарий. С нами на связи была украинский режиссер Анна Морозова. Она рассказала о своих впечатлениях о крымско-татарском фильме «Сказки Хыдыр-Дыдэ», премьера которой недавно состоялась в Киеве. Сейчас же с нами на связи Гульнара Бекирова, крымский историк. Гульнара, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы только что общались с Эльзарой Ислямовой, генеральным директором студии, которая сняла Хыдыр-Дыдэ, и она сказала, что были некоторые сложности с воссозданием атмосферы XVIII века, поскольку все-таки много времени прошло, а достаточно мало информации дошло до наших дней о том, как жили крымские татары времен Крымского ханства, особенно там касательно быта и многих других вещей. По вашему мнению, вот такая сложная задача воссоздания атмосферы того времени, она удалась? Я думаю, что да. И, во-первых, конечно, нужно поздравить и моих коллег по телеканалу АТР, ныне Караденис Продакшн. Они влились в другую компанию, но столь же успешно работают, как и вот мы работали вместе в Крыму в рамках телеканала АТР, когда Эльзара Ханум была генеральным директором, и я думаю, что чрезвычайно успешным. Совершенно верно сказала Эльзара Ханум о вот этих самых проблемах, и, кстати сказать, эти проблемы касаются не только воссоздания исторической эпохи периода Крымского ханства, периода после аннексии 19 столетия, вы не поверите, но даже 20 столетия, и вот как раз, возможно, она помнит, ну, конечно, Эльзара Ханум помнит, как в 2011 году, когда вот она стала гендиректором телеканала АТР, я к ней пришла, будучи автором исторической программы, и сказала: вы знаете, Эльзара Ханум, у нас люди постоянно жалуются, что они просто не знают, как крымские татары выглядели. То есть настолько лакуны велики, настолько пробелы сильны в историческом знании
общества. Ну, на тот момент там телеканал смотрели только в Крыму, сейчас уже и в Украине. То есть люди даже не знали долгие десятилетия, долгие годы, что за такой народ, как он выглядит, тем более какова его культура. Это все связано с абсолютно известными проблемами и целенаправленным, по сути, уничтожением, с культурным геноцидом, который на протяжении долгих десятилетий, а в общем-то, на самом деле, долгих, по сути, столетий после первой аннексии, после 1783 года, все, что касалось истории крымско-татарского народа, поначалу замалчивалось, а после 1944 года попросту стиралось. Вот теми самыми учеными мужами, которым сегодня стоят мемориальные доски и в Киеве, тем более в Москве. И нужно говорить об этом правду, что нужно каким-то образом в украинском государстве участвовать в помощи вот этого возрождения, по сути, вообще, не знаю, за новом строительстве вот этой самой культурной базы. Нужно возродить там Институт истории и культуры крымских татар, который был в эпоху Крымской ССР. И именно по этой причине я считаю, что группа, которая сняла этот фильм, и я не знаю, говорили вы, наверное, вы говорили об этом, что это, просто чтобы наши зрители поняли, это первый в истории крымско-татарского народа, первая детская полнометражная художественная сказка, воссозданная на экране. Поэтому это настоящий подвиг авторов и создателей. В тех условиях, в которых они сегодня находятся, сделать столь большое дело, это очень мощный, это просто и прорыв, это историческое событие. И поэтому, собственно говоря, фильмов о крымских татарах-то немного. Их можно по пальцам одной руки перечислить. Там в 26-м году был создан фильм «Алим», и там играли блистательные крымско-татарские актеры. Первый, кто теперь знает имя Хайрия Мирзаде, первый народный артист Крымской АССР. Кто теперь помнит о том, что он, в общем-то, влачил жалкое существование, он не был депортирован, но умер в нищете в Баку, ну и так далее. Понимаете, множество проблем. Ну, понятно, что фильм «Хайдар» это было событие, но тоже это частная инициатива. И поэтому я столь приветствую усилия моих коллег, друзей в Крыму, но нужно говорить о том, что государство, наконец, украинское государство, да, наконец должно каким-то образом отдать дань уважения народу, который перенес культурный геноцид. И это без всякого преувеличения. Гульнара, скажите, пожалуйста, вот в такой ситуации, предположим, украинскому зрителю, который пойдет на ХДР-ДД, для того, чтобы отдать дань уважения, все-таки необходимо еще понимать культуру народа и пытаться разобраться в ней. Вот ХДР-ДД может быть не только сказкой такой достаточно условной, в которой объясняются какие-то, достаточно простые моральные истины для детей, но в том числе для более взрослого зрителя, да, может быть и для детей, это может быть иллюстрацией вот исторической жизни крымско-татарского ханства, о том, кто такие крымские татары, чем они жили, как они жили. Условно говоря, понятно, что это художественный фильм, но может он иметь и такую познавательную ценность, особенно для украинских зрителей? Ну, я поняла, да. Значит, жанр исторической сказки, даже исторической сказки, конечно же, предполагает, что здесь будет, такое буквальное, как в исторической монографии, там, растолкование каких-то деталей. Но здесь очень хорошо показаны тенденции. Эльзара Ханум сказала об этом, и я подтверждаю, что здесь, в общем, хорошо показана историческая эпоха. Лучшие годы, да, великие годы, когда у крымских татар была государственность, и мы видим эти великолепные лица, красивые лица крымских татар. Мы видим красивый Крым, который мы потеряли и пока не можем воссоздать. Это показано пунктирно, но это, в общем, акцентировано. Видно, что это та эпоха, которая была у крымских татар. Но точно так же показана здесь и другая эпоха. Да, она намечена достаточно деликатно, это понятно по какой причине. Но показано, что вот эта самая эпоха ханов,
закончена, но если вы видели фильм, вы обратите внимание на абсолютно гениальный сценарный ход, когда появляется красивый молодой человек, и герой говорит, это, собственно говоря, уже не хан, он герой. То есть на смену вот этой самой эпохи ханов приходит эпоха героев, и мы понимаем, люди, которые посвящены хотя бы немного в более трагический уже период крымских татар, когда была потеряна государственность, мы понимаем, о чем идет речь. Речь идет о том, что вот на смену вот этой самой золотой эпохи приходит эпоха трагических дней, когда крымские татары должны были бороться, по сути, за свое существование, а потом уже после 1944 года уже и за выживание. И вот, к сожалению, эта героическая эпоха и трагическая в значительной степени продолжается и сегодня. Я думаю, что если будет снят следующий художественный фильм, уже, так сказать, сказка, то, конечно же, это будет несколько иначе. Но мы понимаем, почему снята сказка, потому что люди это делали в Крыму. А вот наша обязанность снять художественный фильм, может быть, и документальный, и мы это делаем по мере сил, совсем с другими какими-то акцентами, с другими героями. И нужно говорить об этом не завуалированно, а, скажем так, напрямую. У нас есть такая возможность, а у людей, которые снимают в Крыму, конечно же, такой возможности нет. И поэтому спасибо им за то, что они сделали большую ценную работу. Они справились во всех смыслах, мне кажется, и в эстетическом смысле, и в значительной степени вот в тех реалиях, в которых они находятся, они смогли и историческую составляющую нам показать. Гульнара, я благодарю вас за ответ. Время эфира стремительно подходит к концу. С нами на связи была Гульнара Бекирова, крымский историк, и уже сейчас мы продолжим нашу беседу с Ахтемом Сейтаблаевым, украинским и крымско-татарским киноактером, режиссером театра и кино и заслуженным артистом Автономной Республики Крым. Ахтем, здравствуйте. Здравствуйте. Вот только что Гульнара говорила о том, что крымско-татарский кинематограф, необходимо продолжать его развитие и раскрыть все-таки в кино, скажем так, вот всю эпоху крымско-татарского народа, которая последовала за Крымским ханством. Вот та трагическая эпоха борьбы за существование и за выживание крымско-татарского народа. Скажите, пожалуйста, вы как человек, который, в принципе, внес в украинский кинематографический дискурс вообще тему крымских татар, благодаря Хайтерме многие украинцы воочию увидели всю трагедию депортации во время Второй мировой войны. И вот не желаете ли вы продолжить эту миссию фактически просвещения украинцев, и в том числе не только крымско-татарских, но и этнических россиян, этнических украинцев на территории Украины, о том, кто такие крымские татары и что им довелось пережить за свою историю? Спасибо большое за теплые слова. Собственно говоря, я вместе с командой продолжил эту тему на территории фильма «Чужая молитва», который вышел в прокат в прошлом году. Вот. И в планах у меня и у моей команды есть мечта. Вот она потихонечку приобретает свои осязаемые черты. Снять фильм «Конотопская битва», вот, в котором как раз очень интересный, на мой взгляд, драматический, прежде всего, человеческий узел сплетения судеб, характеров крымских татар, запорожских казаков, поляков, литовцев, московитов. Мне так думается, что, рассказывая такие истории, вот в данном случае, как Конотопская битва, как Хайтерма, как «Чужая молитва», это не есть истиной в последней инстанции. Просто мне так кажется, что, рассказывая истории, которые произошли много лет тому назад, но которые по своей составляющей всегда, и, к сожалению, с точки зрения жизни человеческой, но, к счастью, с точки зрения возможности поговорить на серьезные темы, актуальны всегда. Вот в этом смысле «Конотопская битва», мне кажется, очень хорошей, может быть, очень хорошим месседжем, осмыслением, рефлексией на тему непростых времен,
пограничных условий для людей, для их выбора, для принятия их решений, для дворовых хитросплетений, интриг, если рассматривать одну из составляющих как политический детектив. Это все, мне кажется, оно несет, ну, я имею в виду, вообще, в принципе, попытка рассказа таких историй, она несет в себе как информативную составляющую, так и эмоциональную. И, ну, поэтому в определенном смысле, да, продолжим, насколько у меня хватит сил. Спасибо огромнейшее. С нами на связи был Ахтем Саитаблаев, украинский и крымско-татарский киноактер, режиссер театра и кино. Вы слушали радио Крым Реалии. Услышимся.